конце прошлого месяца президент Рауль Хаджимба посетил незаконно строящиеся объекты на территории Пицунда-Мюссерского заповедника. Глава государства, члены правительства и представители экологических служб республики осмотрели 4 туристических объекта на берегу моря в заповедной зоне. По итогам проверки Рауль Хаджимба провел выездное совещание по вопросам незаконного строительства на территории заповедника и города Пицунда. Президент поручил Генпрокуратуре в кратчайшие сроки разобраться в этом вопросе. Я просил бы вас довести до всех нас ту ситуацию, которая складывается на сегодняшний день в Мюссерском заповеднике, в Мюссерско-Пицунском заповеднике. После тех наших проверок, каковы результаты вашей работы, что сделано и какие предстоят следующие шаги для того, чтобы привести в порядок этот заповедник и окружающую там территорию с теми процессами незаконного строительства, выделениями земельных участков, которые, как вы мне ранее докладывали, что никаких документальных подтверждений на предмет получения этих земельных участков вами не выявлено. Приведу примеры, которые были нами выявлены. Значит, предохранной прокуратурой направлено исковое заявление о сносе незаконного строения, возведенного гражданином Хагуш на территории Пицунско-Мюссерского заповедника. Следственному управлению Генеральной прокуратуры по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Это самовольный захват земли. Тогда во время инспекции президент посетил здание администрации Пицунда-Мюссерского заповедника. Как оказалось, второй этаж в летний период сдавался отдыхающим. По словам генерального прокурора республики Зураба Ачба, подобного рода действия – грубейшие нарушения в заповедной зоне. Особое нарушение, которое нами было выявлено, и нами было выявлено, вы все были свидетелями этого, многие из вас журналисты, когда мы обходили, это было то, значит, когда в здании административного корпуса Пицунско-Мюссерского заповедника второй этаж данного здания был фактически сдан в наем под гостиничные номера, что крайне недопустимо со стороны директора заповедника Малия, в настоящее время он бывший директор заповедника. В отношении него проводится доследственная проверка, в ближайшие дни будет возбуждено уголовное дело по статье 285 Уголовного кодекса. Это злоупотребление должностными полномочиями. Он, значит, заключил договор с своим работником, инженером, лесопатологом Махари, в отношении которого также будет возбуждено уголовное дело по незаконном предпринимательстве. Прокуратура Гагарского района подала 5 исковых заявлений в суд по факту нарушений в Пицунда-Мюссерском заповеднике. По словам Ачба, Генпрокуратура совместно с соответствующими органами провели проверку соблюдения в Пицунда-Мюссерском заповеднике земельного и природоохранного законодательства и выявили целый ряд нарушений. Речь идет не только о незаконном строительстве объектов на особо охраняемой территории, но и о вырубке самшитовых деревьев. По словам Генпрокурора, на территории Пицунды был установлен факт незаконной рубки 185 деревьев самшита. По данному факту также заведено уголовное дело. Осмотром Пицунской сосновой рощи в Пицунско-Мюссерском заповеднике был установлен факт незаконной порубки 185 деревьев породы самшит. Данный материал передан в Следственное управление Генеральной прокуратуры, возбуждено уголовное дело. Незаконная порубка, статья 257. Это я сейчас вам рассказал. То, что касается Пицунско-Мюссерского заповедника, по всем этим случаям, естественно, не могло быть и нет никаких разрешительных документов, потому что на территории заповедника недопустимо какое-либо строительство. Единственное, что надо сказать в этой части, что отсутствовал должный контроль со стороны контролирующих органов, которые своевременно не приняли мер для того, чтобы мы с этим столкнулись в начальной стадии и имели возможность принять меры прокурорского реагирования. Мы все там были, видели, что эти объекты практически завершены. Они коттеджи, это сложенные из бревен коттеджи, и даже некоторые там прямо к соснам прибитые, что говорит о варварском отношении к нашей природе. Пицунда – это особый
район, Пицунская сосна, Пицунский заповедник – это особо охраняемая территория, которая нуждается в защите государства. Президент Рауль Хаджимба подчеркнул, что незаконное строительство объектов необходимо пресекать во всех районах и городах республики. У нас вопрос незаконного строительства достаточно очень жестко будет стоять. Это касается города Гагры, это касается Цандрипша, это касается практически всех наших городов и районов, касается и города Сухум. Вот просто поехать и посмотреть на въезде в республиканскую больницу. Ехать практически сейчас в республиканскую больницу невозможно. Я просил бы провести соответствующую работу по проверке законности строений, которые сегодня там организовываются. Это касается парковой зоны города Сухум. У нас где кому не придется, все начинают заливать какие-то фундаменты для того, чтобы потом со временем начать опять строительство, несмотря на то, что есть запреты на эти все строения. Просил бы не просто запрещать, а заниматься вопросами очень жесткого контроля по отношению к лицам, которые дают соответствующие разрешения. И таковые тоже есть. Это все администрации городов и районов, лица, ответственные за как раз таки такую работу. Это наши все подразделения, связанные с выдачей соответствующих разрешений, созданием соответствующих проектно-сметных документов, там, где все это давалось, каким образом это разрешалось, имеются ли эти соответствующие разрешительные документы, все это должно стать предметом вашего расследования. Глава государства заявил, что недопустимо строительство зданий, не вписывающихся в архитектурный облик городов. Президент поручил генпрокурору продолжить работу в этом направлении и в ближайшее время отчитаться. Рената Шакая, Беслан Джинджулия, Леон Адлиба, Абхазское телевидение.